Работы в деривационном туннеле на Ингургэсе завершились на 2 недели раньше запланированного срока. Во вторник, 27 апреля, станция была запущена в эксплуатацию. Соответственно, график ограничений отменен. Работали 22 часа в сутки, в 3 смены. Хотелось бы поблагодарить, в частности, Левана Гулиевича Мибония. И закончили практически почти на 2 недели раньше. С учетом того, что мы потребляли там в среднем 6-7 миллионов киловатт, даже с учетом того, что потеплело, да, мы сэкономили довольно значительное количество энергии, благодаря тому, что ремонт закончен раньше. Да, вчера мы перешли на обеспечение с Ингургэса, и сегодня мы уже питаемся нашей энергией. И все же отключения возможны, так как в течение недели энергосистема республики будет работать в тестовом режиме. Ведь Ингургэс была остановлена на 4 месяца. Кроме того, воздушные линии в Ачгваре, которые обеспечивают электричеством большую часть республики, по-прежнему находятся в критическом состоянии. Однако есть и хорошая новость. Их будут ремонтировать. Работы планировали начать во время ремонта Ингургэса, но не успели. К сожалению, не успели в этот период. Вот первые материалы должны прийти, как нам обещают, в ближайшее время. Это и провода, и все. Она все в том же плачевном состоянии. Пропускная способность ее ограничена. И если в период перетока мы получали по 3 линиям, ну и в конце по 2, ПСОУС 220, Гичриф 110 и Кавкасиони 200, Кавкасиони, то сейчас у нас вся энергия идет, как обычно, через Перепадную 1 и далее по Ачгваре, Парчал 220 и дальше. Если нагрузки, а они и сегодня могут в пиковые часы превышать допустимые, будут слишком высокими, наша линия опять может нас подвести. За всем этим мы будем следить в оперативном режиме. Кроме того, продолжается и борьба с незаконными потребителями электроэнергии. Михаил Логу отметил, что эта проблема сформировалась на протяжении многих лет и приобрела фактически системный характер. И решать ее нужно также системно. Это хорошо организованная структура, которая взаимодействует, которая... Ну, вот пример тому, да, например, вот осенью мы отработали, нагрузки резко спали. Переориентировались, буквально за короткий срок нагрузки вернулись к тем, которые были ранее. Под Новый год операторы сотовой связи устроили праздник, да, нашему населению, снизили нагрузки на 60-70 мегаватт, по-моему. К 3 января нагрузки были запредельными. По поручению президента заработали штабы. У нас в самом начале мы вообще такого не видели. Многие годы, это уровень был где-то, наверное, 2018 года. Нагрузки более чем на 100 мегаватт упали. Но опять-таки несколько дней это уже тенденция. Это все говорит о том, что в противовес надо выстраивать такую же системную работу. Также специалисты Черноморэнерго занимаются профилактикой подстанций, а их в Абхазии более 40, и большая часть из них нуждается в ремонте. Начали с Гагарского района, пройдем всю Абхазию. Такие же работы мы будем проводить, где это возможно, по распредсетям. Есть еще целый комплекс мероприятий, которые мы, не дожидаясь ничего, будем проводить. Мы представили перечень самых необходимых мероприятий, которые действительно требуют серьезных вложений. Но, как вам известно, да, 20 миллиардов по расчетам 2017 года было. Сейчас это еще больше. Но вот та комиссия из 32, которая приезжала специалистов осенью, оценили, что для того, чтобы вот самые проблемные моменты убрать, в минимально приемлемое состояние привести энергетику, нужно порядка 5 миллиардов рублей. Вот примерно на такую сумму мы расписали перечень первоочередных мероприятий. Глава Черноморэнерго надеется на дальнейшее развитие в сфере сохранения и модернизации энергосистемы республики. Изменения к лучшему просто необходимы, и они будут, но поэтапно. Куча всяких проблем технических, эксплуатационных, по собираемости. Все это мы должны сделать. Очень быстро лето пройдет, и зима опять будет быстро. Поэтому энергетики начинают готовиться к зиме уже сейчас. Если говорить о нагрузках, то специалисты не устают повторять, что с такими нагрузками, как в 2021 году, они еще не сталкивались. Что вы понимали, в прошлом году
миллиард и 40% нашей из выработки Ингургес, от выработки Ингургес составляли 1 900 000 там, с хвостиком киловатт-часов. Потребили мы 2 500 000 000 киловатт-часов, то есть на 600 миллионов больше. Даже при том, что мы вот сейчас в последнее время ограничения вводили ночью и днем, да, по несколько часов, все равно нагрузки, вот день в день мы сравнивали с 2020 годом, а в 2020 году уже нагрузки были повышены. С конца 2019 они начали повышаться. И тем не менее нагрузки этого года, несмотря на все мероприятия, несмотря на то, что мы ограничивали, были больше, чем в тот же день апреля прошлого года. Все это время энергетикам приходилось доставлять большие неудобства населению, вводя ограничения. Однако, если бы не эти меры, то, как говорят специалисты, можно было бы остаться вообще без отечественной энергосистемы. Нам удалось всем вместе, кстати, я хотел бы поблагодарить и журналистов всех за объективность, непредвзятость, оперативность, население наше за терпение, своих коллег. Мы очень тяжелую зиму с вами прошли. Буквально на днях специалисты РУП «Черноморэнерго» соберутся вновь, чтобы обсудить планы работ. Гугуца Вардания, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.